Оказывается, папу с 6 лет отдали в медресе. Папа рассказывал об этом. Он учился в медресе. Я думаю, что это, наверное, Зунджерлы медресе. Но он там не доучился, но читал хорошо по-арабски, писал и знал много молитв. Уже через несколько лет, когда немцы заняли Крым и открыли мечети и церкви в Ялте, однажды мама сказала: «Дети, сегодня наш папа будет читать эзан, молитву вечернюю. Давайте все...» А мы жили напротив мечети. «Давайте откроем дверь балкона». У нас был балкон на 2-м этаже. И будем слушать. Я тогда впервые услышала эти непонятные арабские слова. Мы ехали без отца в этих вагонах. А он, оказывается, их уже выселили в этом Великоалексеевске станции. И папа, оказывается, разрешили ему целую неделю. Он каждый день с утра сидел на станции Великоалексеевская со своего колхоза, где-то он приходил, и ждал, когда появится другой поезд с татарами. И когда появлялся какой-то татарский поезд, папа говорил, подходил и кричал: «Ялтинский здесь есть?» И вот, наконец, он наткнулся, он нашел нас. И когда он в следующий раз, 7 дней, говорит, папа ходил к этой станции. В апреле 91-го была конференция большая, всесоюзная тогда называлась. И я тогда выступила с первым докладом про состояние и перспективы развития крымстарского языка. И с тех пор я продолжаю заниматься русским языком. Но в основном в последние годы занимаюсь проблемами крымско-татарского языка. У меня почти к 300 приближается количество публикаций, из них более 100 на крымско-татарскую тему. Это в основном социальная лингвистика преимущественно. Такие проблемы, как языковая компетенция крымских татар, языковая ситуация в Крыму. Научная грамматика Бекира Чубанзаде «Хрым-татар Ильми Сарфы» была написана раньше, опубликована в 1925 году арабским письмом. Первая научная грамматика первого крымско-татарского профессора. И не всем филологам доступна. И я сделала этот проект, транслитерацию с арабского на кириллицу и перевод с этого старого языка на современный крымско-татарский. Это выполнил мой компаньон по проекту Нариман Сейт-Еяев. В мои руки случайно попал один роман на турецком языке. Я о Руси спокойно его прочитала. Я за его строчками видела все это, потому что он родился и вырос в Гурзуфе, а Гурзуф и Ялта рядом. И я когда прочла, я, во-первых, плакала, читая,
Я же все это помню. Это очень было волнительное чтение. И я стала искать кого-нибудь, кто знает его адрес, чтобы написать ему письмо и попросить его разрешения, без разрешения нельзя, перевести на русский язык. Он написал так. Сначала я по-турецки скажу, потом переведу. Her gece yatağıma gitkende ikimizin kitabımızın kapağını okşuyorum. Каждую ночь, уходя в спальню, я глажу нашу книгу, глажу обложку, нашу с тобой книгу. Понимаете, какая это для меня ценная оценка. Первое – это, конечно, гены. Мой папа дожил до 95 лет, я его здесь похоронила. А второе – это любовь к своей работе. Я люблю ее. Когда человек не любит свою работу, это отражается на его лице. Все вернулось на круги своя, хоть казалось, навечно изгоняли, но жизнь быстротечна. Я вернулась в родные края. Я вернулась, и снова, как прежде, пряно пахнет сосновый лес, и бездонное око небес озаряет лучами надежды. И сбылись все мои мечты. Даже камни твои мне милы, и я целую родные могилы. Это ты, моя Родина, ты. Никогда, 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 никогда я тебя не покину, а Аллах позовет, все отрину и останусь с тобой навсегда.